чего начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения их дорожной грамоте. И чем раньше родители начнут этим заниматься, тем лучше. Эксперты утверждают, что подготовка грамотных участников дорожного движения должна начинаться с обучения будущих мам в роддоме и продолжаться на всех этапах взросления. В Республике Татарстан такая система существует достаточно давно. Сюда входит и работа с дошколятами, и юидовское движение, картинг, детско-юношеская автошкола и многое другое. Но одним из самых массовых проектов на сегодняшний день стал интерактивный портал «Сокла». Правила и знаки дорожного движения изучаем весело через приключения. Чтобы с нами подружиться, ребенок каждый смог. Стоим на страже каждого дозорными дорог. «Сокла» – уникальный образовательно-воспитательный проект по обучению правилам безопасности дорожного движения, не имеющий аналогов в России. Проект направлен на снижение детского травматизма на дорогах и воспитание в будущем законопослушных участников дорожного движения. Обучение здесь ведется на 2 языках и, самое главное, в игровой форме, что позволяет сделать его доступным, увлекательным и интересным. Учащийся Казанской школы номер 15 Данил Сорокин готов часами просиживать на портале. Я считаю, тоже детям он, конечно, нужен. Я, можно сказать, в нем днями напролет сижу. Он интересно очень, там есть и караоке, и игры всякие, ну там все интересно. Там как в игровой форме все изучается. Детям же легче запомнить в игровой форме. Еще там есть онлайн-игры. Ну, мы можем играть с друг другом. Задается вопрос и дается несколько вариантов ответа. Если ты ответишь на правильный, то ты зарабатываешь очко. И у кого больше очков, то ты выигрывает. Так уж случилось, что интересоваться правилами дорожного движения Данил начал еще в детском саду. В детском саду я изучал ПДД с помощью книг. Там наш воспитатель, в частности мне, я к нему подходила с книгой, поскольку я читать еще не умел. Давал ему книгу и просил его почитать мне эту книгу. Вот. Ну а в школе уже по-другому было. В школе мы уже с преподавателем, в частности, начали заниматься. Но, как выяснилось, на этом обучение не заканчивается. Родители тоже помогают Данилу в изучении дорожной азбуки. Мама, она со мной занимается в такой игровой форме. Мы иногда представляем то, что, например, я велосипедист, а мама регулировщик, она показывает всякие знаки, я должен соблюдать. В помощь ребятам, а также их родителям, на портале «Сокла» есть целая серия мультфильмов. Куда бы ты ни шел, из пункта А в пункт Б, проложенный маршрут поможет друг тебе. И возвращаясь позже из пункта Б в пункт А, проложенный маршрут порадует тебя. Маршрут твой безопасный, ответственный урок. Запомни, чему учат дозорные дорог. Пожалуй, нет на свете такого ребенка, который бы не любил мультики. Яркие, веселые, позитивные. А на портале «Сокла» они еще и полезные. Посмотрев такой мультфильм, ребенок сможет еще лучше усвоить правила безопасного поведения на дороге. Я посмотрел мультик про велосипедистов, и понял то, что каждый велосипедист должен, как на перекрестках, показывать свои знаки. Например, когда рука поднята вверх, это значит то, что я останавливаюсь. Вот. Рука, если поднята вверх, значит, я останавливаюсь. Если рука вытянута, например, вправо, значит, я поворачиваю направо. Если влево, то поворачиваю налево. На этом сайте можно еще завести свой блог. Там многие ребята снимают блоги про правила дорожного движения, и я эти блоги смотрю. Мне они нравятся, и я планирую тоже завести свой блог по правилам дорожного движения. Современное дорожное движение предъявляет ко всем его участникам высокие требования. Взрослые и дети, пешеходы и водители – все мы должны уметь ориентироваться в сложной дорожной обстановке. Ну а проект «Сокла» поможет нам сделать это легко и непринужденно.
И хотя портал адресован детям в возрасте от 4 до 11 лет, но и взрослым там тоже есть чему поучиться. Поэтому регистрируйтесь всей семьей, изучайте вместе правила дорожного движения и неукоснительно их соблюдайте. Ну а нам остается только лишь пожелать вам безопасных дорог, яркого солнца и отличного настроения.